Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о ключевых событиях. Налаживают мосты и связи. Если будете и дальше подбрасывать деньги, то обещаем, что очень быстро все будем строить, даже быстрее наших братьев-татар. В Башкортостане открыли еще один крупный дорожный объект. Как реализация инфраструктурных проектов помогает развивать муниципалитеты. 26 год у нас все деньги пойдут на софинансирование федеральных больших денег, которые придут, а вот 27 год мы выделим 36 миллионов сюда. В диких условиях. В Башкирских горах 4 дня искали и нашли заблудившуюся туристку. Что делать, чтобы не превратить свой отдых на природе в игру на выживание? Собирайтесь на 2 часа на экскурсию, берите фонарь. 100 раз бывало так уже, что собираешься на 2 часа, оказалось, что вернулся только утром. Собственное производство, практически не отходя от кассы. Для изготовления мы используем тоже все субстанции, ингредиенты, которые имеют паспорта качества. В госаптеке на порядок расширили перечень выпускаемых лекарств. В чем преимущество таких препаратов? Бактерии, которые там содержатся, они намного эффективнее, чем которые лежат по полгода, по 3 месяца. Лишение прав или жизнь? Буду сделать. Дорожные инспекторы борются с пьяными водителями. Покажем итоги ночного рейда. После непродолжительной погони водителя удалось догнать в одном из коттеджных поселков. Башкортостан показывает блестящие результаты по многим направлениям развития образования. Такую оценку республике дал министр просвещения страны Сергей Кравцов. Об этом он заявил на встрече с руководителем региона. Она прошла на неделе в Москве. Говорили о развитии сферы образования, стройка новых и модернизация старых школ. По некоторым показателям регион в лидерах. При этом власти региона стремятся сделать педагогическую профессию еще более привлекательной и поддержать учителей. Обо всем по порядку в следующем материале. Первое, что хотел сказать, просто поблагодарить. Вот первое, зачем я приехал, мы с командой приехали, потому что действительно те меры поддержки, которые идут по линии образования, они очень впечатляющие. За словом «впечатляющие» стоят огромные суммы, которые вкладывает федеральный бюджет. Башкортостан в следующем году получит из госказны более 3 миллиардов рублей на капитальный ремонт школ. Такие серьезные вливания – результат работы властей региона. За 3 предыдущих года уже отремонтировали более 140 учебных учреждений. По этому показателю республика на 2-м месте в стране. Параллельно возводят новые объекты. Более 100 школ и детсадов за последние 6 лет. Ключевой показатель – достижение детей. Сергей Сергеевичем лет 5 назад обсуждали, что вот хотелось бы нам толчок такой, чтобы на олимпиадах наши побеждали, ЕГЭ, вот что сделать. Он говорит, развивай инфраструктуру. Вот мы инфраструктуру развили. Каждый год у нас рост количества ЕГЭ, 100-бальников. Каждый год у нас самые высокие ступени пьедестала завоюют наши ребята на международных олимпиадах. Это вот важнейший показатель высокого качества. В скором времени появится и самая большая школа в ПФО, рассчитанная более чем на 2000 учеников. Она возводится в Уфе, а в Стерлитамаке строят образовательное учреждение, которое вместит свыше 1000 детей. В том месте, где идет активная жилая застройка. Оценка руководителя федерального ведомства самая высокая. Со своей стороны мы продолжим ту работу, которая ведется по поручению президента, потому что Республика Башкортостан действительно показывает блестящие результаты по всем направлениям. Вот, и многие здесь на вас равняются, поэтому вот и те проекты, о которых вы сказали, они значимы. Я думаю, что мы их обязательно тоже еще обсудим для того, чтобы масштабировать для других регионов. Еще один проект, поддержанный Министерством просвещения страны, строительство математического лицея-интерната. Летом заложили символический камень в основании здания, где будут учиться самые талантливые ученики со всего региона. По проекту предусмотрено 4 блока. Один из них разместится в недостроенном здании Центра пчеловодства и апитерапии, которое реконструируют. Лицей будет готов к концу 2027-го. Монтажные работы идем, бетон заливаем, вся эта работа. Субшитие тоже будет здесь все, и учиться, и здесь будет жить.
Отдельное внимание в республике уделяется подготовке кадров. А чтобы воспитывать будущих педагогов с момента, когда они еще сами школьники, решено создать учительскую гимназию при БГПУ имени народного учителя России и Башкортостана Лизы Агадулиной. Проект Ради Хабиров представил Сергею Кравцову. Мы хотим построить такую большую, такую, знаете, супер новую школу, где бы воспитывали будущих. Это была школа для обкатки педагогических методик имени Лизы Кьямовны. У нас уже проект есть, поэтому вот мы этот вопрос обсудили. Ради Хабиров также проинформировал министра просвещения и о поддержке педагогов. Республиканские власти, к примеру, разработали сертификаты на двухнедельный санаторно-курортный отдых, которыми уже воспользовались тысячи школьных преподавателей. Лидия Шадрина отдала профессии почти 30 лет. Сейчас решает, в какой санаторий региона она поедет. Вариантов много. Я оформила все документы, и вот к Дню учителя неожиданная такая радость меня оповестили, что пришел сертификат, и я теперь могу отдохнуть. Очень приятная новость. Это все-таки поднимает ценность нашего труда, что на нас внимание обращают на высшем уровне. Без поддержки не остались и работники детских садов. В республике молодые педагоги и воспитатели могут получить грант в 575 тысяч рублей. В этом году 50 человек стали обладателями такой субсидии. А что касается самих детских садов, то в планах в ближайшие 3 года отремонтировать 16 дошкольных учреждений. Все они будут оснащены современным развивающим оборудованием и игрушками, следуя знаменитой пословице «все лучше детям». В завершении встречи Сергей Кравцов вручил Радию Хабирову ведомственный нагрудный знак «Почетный наставник». В свою очередь глава Башкортостана наградил министра просвещения страны орденом Дружбы народов за большой вклад в развитие системы образования республики. Эмиль Басареев. Итоги недели. Развивать образование помогает и налаживание связей между регионами. Башкирские учебные заведения в приграничных районах, например, не только помогают оставаться своим абитуриентам, но и притягивают студентов из соседних республик. Власти строят мосты, причем как образно, так и буквально. На неделе на год раньше срока после реконструкции заработала переправа через реку Ик. Она соединяет Башкортостан с Татарстаном. В запуске движения участвовал Ради Хабиров совместно с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным. Глава региона также осмотрел ряд объектов в западной части республики. Детали расскажет Артур Шамсудинов. Рустам Маргариевич звонит. Ой, я, естественно, вам. Ради, мост открываем, я открываем. Спасибо. Я, говорю, уезжаю, у него командировка. Давай перенесем вместе, откроем. Я говорю, Рустам Маргариевич, ну что, люди ждут уже. Я говорю, вы оттуда нам помашите, я говорю, и так далее. Поэтому надо открывать. Едва прибыв на новый мост, глава Башкортостана пообщался с местными жителями. Они, как никто, ждали этого открытия. Для людей из окрестных населенных пунктов уже давно стерты границы между регионами. Единственным барьером была старая переправа, которую, наконец, отстроили заново. Мы ровесники старого моста и теперь свидетели строительства нового моста. Очень часто общаемся с родственниками из Русов, с Татарстана. В Казань ездим, в Альметьевск ездим, в Лениногорск ездим. Так что этот мост нам просто необходим. Именно поэтому путепровод часто называют мостом дружбы. То, что между Башкортостаном и Татарстаном действительно теплые доверительные отношения, можно было заметить и на встрече Радия Хабирова с премьер-министром соседней республики. Думал, виза у меня есть или нет. Мост через реку Ик на границе города Октябрьского по видеосвязи открывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что запуск транспортной артерии откроет новые горизонты для укрепления социально-экономических связей между регионами. Федеральный чиновник поблагодарил власти Башкортостана за эффективную реализацию столь значимого проекта. Спасибо за такое правильное финансирование, поэтому если будете и дальше подбрасывать деньги, то обещаем, что очень быстро все будем строить, даже быстрее наших братьев-татар. Поэтому вас всех с праздником. Ради Фаридович, спасибо огромное. Я знаю, у вас всегда хорошая такая добрая соревновательность. Ну, а вам тоже хочу сказать спасибо. Благодаря нашей вот такой совместной работе мы открыли связку Дюртюлей-Ачи. Тут я вчера буквально смотрел сводку, я каждый день смотрю по количеству проезжающих машин. 4000 грузовиков. Это очень хороший показатель. Но и, Роман Витальевич, за вами вопрос расширения от Дюртюлей до Уфы. Нам эту трассу тоже нужно расширять, чтобы жители Уфы могли как можно быстрее по 4-полосной дороге доехать и дальше по М-12.
Это лишь часть масштабных проектов. Восточный выезд, южные ворота или, например, арочный мост, который в такой же торжественной обстановке открывали пару недель назад. А вот в случае с приграничной переправой строители, казалось, сделали невозможное. Работы завершили на год раньше срока. Старую переправу строили военнопленные еще в 1948 году. Ее ширина была всего около 6 метров. Для сравнения, прежний мост заканчивался примерно по этой разделительной линии. После реконструкции объект стал шире раза в 2. Здесь появилась полоса безопасности и, что немаловажно, тротуар для пешеходов. Переправа считается самой протяженной среди мостов, которые соединяют Башкортостан и Татарстан. Общая длина вместе с подходами почти 700 метров. А еще в шутку его называют самым долгим мостом. Перешел с одного конца на другой, и вот уже 2 часа разницы из-за особенностей временных поясов. Реконструкция прошла в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Много эмоционального, которое связано с нашей дружбой. Но не забывайте деловая активность, не забывайте грузоперевозки, не забывайте транзит, и поэтому он имеет на самом деле с точки зрения как инфраструктурный объект большое значение. Но подчеркиваю, мы все-таки больше радуемся, наверное, что вот такая хорошая история. Вот он в 23-м году был закрыт, да, то есть было множество обращений граждан. По большому счету, действительно, это мост дружбы. Пусть нас сейчас разделяет только тот временной промежуток в 2 часа. Из Татарстана в Башкирский Октябрьский местные жители ездят не только за покупками или в гости. Очень много студентов. Взять хотя бы коммунальный строительный колледж, в котором около 40% учащихся выходцы из соседней республики. Я так-то с города Альметьевска. Это больше нефтяной город. Мне много раз предлагали, что именно в нефтяную отрасль пойти. У меня отец тоже здесь же учился на заочном отделении, тоже также на газовика. Ну и как-то хочется уж продолжить традиции. В этот колледж Ради Хабиров заехал по приглашению одного из студентов, который на встрече в геномном центре попросил главу республики помочь с ремонтом спортплощадки. Уже на месте руководитель Башкортостана осмотрел учебное заведение и пообещал выделить средства – 36 миллионов на модернизацию спортобъекта. У нас каждый год мы из бюджета 500 миллионов выделяем на как раз приведение в порядок наших колледжей. Скажем так, у нас в таком порядке, который меня лично устраивает, находится четверть всех колледжей. Вот нам впереди предстоит большая работа, чтобы все провести. Они в разном состоянии, но самые плохие мы вот сейчас подтягивать начинаем. Вот. Поэтому 26 год у нас все деньги пойдут на софинансирование федеральных больших денег, которые придут, а вот 27 год мы выделим 36 миллионов сюда. Благодаря господдержке «Второе дыхание» получило юридический колледж в соседнем городе Туймазы. Появились 7 современных мастерских, а также уникальная в регионе школа креативных индустрий. Здесь готовят будущих специалистов в области IT-технологий, веб-дизайнеров, видеооператоров и разработчиков мобильных приложений и компьютерных игр. Вообще я выбрал видеопроизводство, потому что я просто хотел создавать видеоролики и показывать их своим друзьям, заливать их в интернет и показывать людям то, что смотрите, как я умею круто создавать видео. Мои планы — это сдать диплом, продолжать работать на фрилансе, продавать свои способности к видеопроизводству, создание рекламы, а также дизайн проектов. На замену выпускникам колледжа готовится новая смена. Во время посещения в Туймазах 5-й школы Ради Хабиров поинтересовался, куда будут поступать ее ученики после 9 класса. Половина выбрали именно среднепрофессиональное учебное заведение. А в какие колледжи пойдете? Здесь или куда-то? Медицинский. А медицинские есть у вас, нет? Есть. А, у вас есть медицинская, да? Хорошая? Ага. Ну ладно. Ну, ваше решение. Давайте вам удачи во всем. В школе, кстати, тоже провели капитальный ремонт. После реконструкции у нее появился дополнительно 3-й этаж, а также спортзал, столовая и актовый зал. Как отмечают учителя и ученики, здание 50-х годов постройки изменилось до неузнаваемости. Ради Хабиров подчеркнул, что в регионе еще достаточно учреждений, которые также преобразят по государственной программе. Артур Шамсудинов, Даниил Байков, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Каждую такую поездку глава Башкортостана встречается и с семьями погибших участников СВО. Как говорит сам Ради Хабиров, для него это важная миссия. В городе Туймазы передал близким бойцов ордена генерала Шеймуратова за мужество и героизм, которые проявили уроженцы Туймазинского района во время боевых действий. Руководитель региона подчеркнул, что власти окажут поддержку родным и близким военнослужащих. Соболезнования родителям и супругам глава региона выразил и при посещении Октябрьского. Там также прошла церемония передачи госнаград, которых бойцы удостоены посмертно. Они для нас, это наши герои, о которых мы
будем помнить всегда. И, соответственно, эта память, вот, как вот мы сейчас вспоминаем участников Великой Отечественной, так о них и будем помнить. Жизнь идет, у кого-то дети остались, родители. Поэтому наша задача сейчас помочь, чем мы можем, какие у вас есть проблемы. Существуют, понятно, все меры поддержки, достаточно обширные, но есть какие-то вещи, которые, может быть, в моей участии нужны, я поэтому готов вам оказать содействие здесь. Встреча в Октябрьском прошла на базе нового центра «Защитники Отечества». Он стал по-настоящему многофункциональной площадкой. Здесь можно не только оформить необходимые меры поддержки, но и пообщаться с психологом, а также провести занятия в творческих мастерских или в тренажерном зале. Здесь раньше в одной половине здания было административное помещение, в другое социально-культурный центр без барьеров, общество инвалидов. И вот это соседство, мы уверены, что оно пойдет во благо. Авторский взгляд на ключевые события недели дал ему коллега Руслан Шарафудинов. Он расскажет о событиях в Москве и не только. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Минувшая неделя была очень насыщена событиями. Между нами, если обобщить, она прошла под знаком укрепления внешнего контура Башкирии. Как совершенно справедливо говорилось в одном старом советском фильме, настоящий начальник должен всегда понимать, какие дела можно поручить подчиненным, а какими надо заниматься лично. Лидерский инстинкт он в этом и состоит. Всю минувшую неделю маршрут Хабирова пролегал по высокой орбите федеральных слоев атмосферы, местами касаясь невесомости кремлевского космоса. И снился ему при этом наверняка не рокот московского космодрома, а трава у дома, новые масштабные проекты для родной Башкирии и, главное, федеральные ресурсы для их реализации. Российские министры, вице-премьеры, директор Росгвардии Виктор Золотов, который занимает особое место в силовой корпорации России и который далеко не для каждого регионального руководителя найдет время. И это всего буквально за несколько дней в Москве. Настоящий мастер-класс лоббирования региональных интересов. И это очень красноречиво характеризует политический вес и Хабирова, и его региона, то есть всех нас. Каждая такая встреча на федеральном уровне – это решение предметных вопросов, обеспечение интересов республики, новые реализованные проекты. И Хабиров с его неубывающей энергией использует каждую возможность пролоббировать интересы республики и требует того же от всех своих министров на максималках вгрызаться своими грамотными заявками во все ресурсные федеральные программы – социальные, промышленные, инфраструктурные. Поэтому каждая поездка в Москву – это для какого-то конкретного дела. Как это работает? Давайте на пальцах и по цифрам. Сегодня личная встреча с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Завтра капитальный ремонт образовательных учреждений и школьные автобусы для Башкирии. Для сведения, с 2019 года в Башкирии было отремонтировано более 180 школьных зданий на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Это второй показатель по стране, между прочим. Только в этом году мы получили более 200 школьных автобусов за счет федеральных средств. Или вот сегодня плотное общение с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и Минтрансом России, завтра башкирский участок трассы М-12 «Восток» и запуск на год раньше запланированного фактически нового моста через реку Ик между нашим и татарским берегом. Самый длинный мост в стране, так его называют, мост дружбы, был построен за счет федеральных денег нацпроекта, целый миллиард рублей, между прочим. Между нами не стали бы федералы так щедро выделять деньги на новые объекты и проекты в Башкирии, если бы не видели конкретного результата и эффективной отдачи. Конечно, я немного упрощенно изложил, но именно так сегодня все и работает. Финансовая ситуация в стране и регионах сегодня непростая, честно говоря. Экономика стала очень бережливой, и лишних денег в бюджете точно нет. А они нужны всем и везде. Да, кстати, прочел тут в одной смешной стенгазете, что вся файда от участия Башкирии в Совете регионов России и Узбекистана, который проводился на минувшей неделе в Московской области, это сухофрукты. Ребят, но если вы врете или передергиваете,
то хотя бы учите матчасть. На самом деле такие форумы, тем более под руководством промышленного, читай военно-промышленного вице-премьера Мантурова, это макроэкономика чистой воды и нивелирование последствий санкционного давления, деликатно выражаясь. Иначе как же мы 4-й год успешно противостоим всему коллективному Западу, и на российско-узбекском форуме мы опять стали важным элементом большого политэкономического пазла. В пасьянсе геополитики случайностей не бывает. Все продумано, согласовано, и каждый выполняет свою роль. И наше место по праву в первом ряду, а вы говорите «хурма». Вот теперь точно до свидания, берегите себя и своих близких, все будет хорошо. Свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября отмечают работники автомобильного и городского пассажирского транспорта. Ради Хабиров поздравил всех работников отрасли, а также наградил сотрудников одного из ключевых предприятий региона «Башавтотранса». Именно их автобусы перевозят каждого 4-го жителя республики. За последние 5 лет количество пассажиропотока увеличилось в 1,5 раза до 120 миллионов пассажиров. Благодаря грамотным управленческим решениям, в том числе личному участию Ради Хабирова, предприятие уже не первый год улучшает свои показатели. Постоянно обновляет парк подвижной техники. «Башавтотранс» вошел в 5-ку крупнейших перевозчиков России. 9 тысяч рейсов ежедневно. Конечно, главные люди. Вот 5,5 тысяч работающих. Это действительно крупная, большая организация. 2250 водителей. Я всегда говорю, автобусы, знаете, сломались, там, спишем, купим, еще это все такое. Берегите людей, всегда говорю, берегите людей. Вот, и вот такой прочный костяк компании «Башавтотранс», он существует. Поэтому, знаете, я сегодня на самом деле пришел поблагодарить вас, что вы у нас есть, что вы очень слаженно работаете и очень достойно выполняете важную функцию. А вот некоторые автомобилисты испортили себе праздник. В ходе профилактического рейда на дорогах республики сотрудники госавтоинспекции за пятницу и субботу задержали более 100 водителей в состоянии алкогольного опьянения. И День автомобилиста они будут, похоже, отмечать в качестве пешеходов. Всего же инспекторы за минувшие выходные выявили почти 3000 нарушений правил дорожного движения, в том числе выезд на встречную полосу, управление автомобилем без водительского удостоверения и другие. В ночные рейды вместе с экипажами специального батальона управления ГИБДД республики выезжал мой коллега Азат Садреев. Если для кого-то вечер пятницы и субботы долгожданное время отдыха, то для сотрудников ГАИ самые жаркие трудовые смены. Для обеспечения безопасности водителей, пассажиров и пешеходов на патрулирование выезжают десятки, а то и сотни экипажей по всей республике. На первую точку доезжаем уже когда стемнело. Несмотря на это, движение по трассе достаточно оживленное. Люди спешат по своим делам, кто-то в гости, кто-то домой. Включив проблесковые маячки, инспекторы приступают к работе. Водитель этого грузовичка сначала не понял причину его остановки. Говорит, ничего не нарушал, документы в порядке, за рулем трезвый. Вот только ехал он в темное время суток, без ближнего света фар. Остановился, там выключил, потом забыл. У сотрудников госавтоинспекции нет цели наказать. Скорее подсказать, чтобы водителям на дорогах стало безопаснее. Включив свет, этот шофер поехал дальше. Другие также отметили, что профилактические рейды нужны. Тот человек, который будет за рулем в нетрезвом состоянии управлять и, не дай бог, создаст дорожно-транспортное происшествие, которое, не дай бог, это еще унесет чужие человеческие жизни, это хорошего не приводит. А рейды такие нужны, что ли? Конечно, конечно. На одном месте экипаж долго не задерживается, начинает патрулирование внутри населенного пункта. На ночной дороге опытный инспектор замечает подозрительный автомобиль. Проследовав за ним, убеждаемся в правильной интуиции сотрудника. Водитель отказался предоставить документы на машину и свои права. Вместо этого хотел решить вопрос звонком другу. Здесь меня даже снимают на камеру. На, я не буду разговаривать. Документы предоставьте, пожалуйста. Нет, не буду предоставить. А вы сейчас кому звонили? Зачем это туда? Ну, трубку от кого хотели передать инспектору? Какая разница? Уже. Я же не передал.
Инспекторы вызвали на место эвакуатор, который забрал автомобиль нарушителя на штрафстоянку. В ходе дальнейшего рейда мы стали свидетелями массового ДТП в центре Чешмов. Дорогу не поделили две легковые, одна из которых после удара столкнулась с медицинской «Газелью». Произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель белой «Лады Калина» не уступил дорогу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем, который двигался по главной. От удара вторую машину отбросило на карету скорой помощи, которая выезжала со второстепенной дороги. В ДТП пострадал невиновный водитель легковушки, ударился головой об руль. Медики тут же оказали ему первую помощь, а водителю скорой снова придется вставать на ремонт, из которого он выехал всего пару дней назад. Вообще не понял даже, честно, не понял даже. Все, быстро произошло? Быстро. Въехал у меня до дома, назад даже не успел сдать. Давай, что буду сделать. Спустя несколько секунд данному водителю стало уже не до смеха. Алкотестер подтвердил состояние опьянения. День автомобилиста в качестве пешехода отметил и этот житель Уфимского района. Помимо лишения водительского удостоверения, обоим грозит штраф 45 тысяч рублей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Если за это же нарушение они попадутся еще раз, то против них будет возбуждено уже уголовное дело. В ходе профилактического рейда инспекторы обращали внимание и на другие нарушения ПДД. Также особое внимание обращено на водителей, которые лишены права управления, не имеющие права управления, транспорт, не зарегистрированный в установленном порядке, а также транспорт с подложными государственными рекзнаками. Видеорегистратор патрульной машины зафиксировал начало преследования элитного кроссовера, водитель которого не подчинился законным требованиям сотрудника госавтоинспекции об остановке. На подмогу были вызваны свободные экипажи, которые дежурили поблизости. После непродолжительной погони водителя удалось догнать в одном из коттеджных поселков. Причина его побега стала сразу ясна. От автовладельца исходил запах алкоголя. Агрессию мужчина не проявлял и после приглашения инспекторов проследовал в патрульную машину, где ему зачитали его права. После предложили дунуть в трубочку. Алкотестер подтвердил наличие алкоголя в крови, превышающее допустимую норму. Состояние алкогольного опьянения установлено. Сокращение смертности и аварийности на дорогах – приоритет для республиканских властей. На оперативных совещаниях Ради Хабиров неоднократно говорил о необходимости усиления не только профилактических рейдов, но и пропаганды безопасности дорожного движения. Работа в этом направлении ведется, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Помочь в предотвращении трагедий могут и жители, не имеющие автомобиля. Каждый пьяный водитель – это потенциальный убийца за рулем. И сообщить о нем можно по телефону горячей линии 279 32 92 или в телеграм-чат-боте ГИБДД-РБ, _02 бот. Азат Садреев, Шамиль Каримов, Виктор Демидов. Итоги недели. Искали не только на земле, но и с воздуха. Более 50 человек, свыше 10 единиц техники и пожарно-спасательный вертолет К-32 пришлось задействовать, чтобы найти пропавшую на Иремеле туристку из Челябинска. 3 дня на границе Башкортостана и соседнего региона продолжались поиски. Чем все закончилось и как не попасть в подобную ситуацию, отправляясь в горы? Ответ на эти вопросы в репортаже Руслана Батыргариева. Пожарно-спасательный вертолет Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям готовится к взлету. Экипажу винтокрылой машины предстоит облететь труднодоступную территорию вокруг горы Иремель, чтобы попытаться обнаружить пропавшую туристку с воздуха. К работам привлечены более 50 человек и 13 единиц техники от Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС, Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и коллег из Челябинской области. От аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС привлечено 11 человек, 4 единицы техники. Туристку из Челябинска обнаружили в районе Тыгынских болот в Белорецком районе. Она услышала звук квадроцикла и вышла на тропу, где ее заметили спасатели и добровольцы. На
момент обнаружения, по предварительной информации, туристка получила обморожение нижних конечностей и переутомление. Женщину доставили в село Тюлюк Челябинской области. Там ее осмотрели медицинские специалисты и госпитализировали уже в лечебное учреждение Юрюзани. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Врачи больницы города Юрюзань оказывают всю необходимую медицинскую помощь и постоянно поддерживают связь с коллегами из Челябинской областной больницы. Полина Захарова была участницей конкурса по покорению вершин Уральских гор. Во время восхождения на Иремель она отделилась от основной группы и продолжила путь самостоятельно. После завершения маршрута женщина не вернулась на исходную точку. Там утонуть очень сложно в Тунгусских болотах. У нас нет таких болот с топями прямо на Урале. Но здесь очень большой спуск глубокий, и здесь дикие места. То есть отсюда нужно понимать, куда нужно ходить. Она вот здесь ходила 3 дня, вот в этом участке. Между Иремелем и хребтом Валях. Территорию вокруг Иремеля Олег Чагадаев знает практически как 5 своих пальцев. На эту вершину восходил не 1 десяток раз. Вернулся он в 2021-м живым и невредимым из похода длиною в 3183 километра. Тогда Олег за 109 дней пешком прошел весь Урал. Путешественник с солидным опытом говорит, что Иремель относительно несложная на первый взгляд гора, но зачастую в этом и заключается главная ее опасность. Вершина Иремеля, она достаточно однообразна, она обширна, и если внизу, допустим, хорошая погода, то Иремель может быть закрыт облаками, или его может быть неожиданно закрыть облаками, или может быть поземка или какая-то метель. В таких условиях, если у вас нету чего-то для ориентирования, компаса, карты, если у вас нету навигатора, то даже я там заблужусь и уйду не туда. Наверное, я все-таки найду потом выход, потому что у меня есть большой опыт. Отправляясь в поход, человек должен тщательно подготовиться, говорят профессиональные путешественники. Маршрут необходимо изучить. Не зря есть выражение «в горах ходят головой». И даже отправляясь в однодневный поход, нужно взять с собой то, что поможет в случае непредвиденной ситуации продержаться в густом лесу не 1 день. Собирайтесь на 2 часа. На экскурсию берите фонарь. 100 раз бывало так уже, что собираешься на 2 часа, оказалось, что вернулся только утром. Это лес, это тайга. Аккумулятор запасной, очень важно. Пауэрбанк. А еще железная кружка, минимальный набор продуктов, теплые вещи, дождевик и нож. Это еще не полный список вещей в рюкзаке, которые могут помочь выжить с неделю, говорит Олег Лукьянов. Мастер спорта, инструктор международного класса по горному туризму советует: главное не паниковать. Сначала собраться мыслями, а потом попытаться выйти к людям. Один из методов — спускаться по линии воды. Ручей рано или поздно приведет к реке. Случаи есть, и с каждым годом они увеличиваются, потому что, как мы уже говорили, это маршруты, всем хочется пойти, и очень часто сейчас люди хотят по одному пойти, по 2. И здесь вот как раз мы больше и рассказываем вот эту возможность, что лучше идти в организованной группе, это намного безопаснее, и в этом больше плюсов. Эльвира Лутфуллина — организатор туров по Башкортостану, в том числе горных маршрутов. Она со своей командой формирует группы, исходя из физической подготовки туристов. Прежде всего, обращает внимание на способности человека преодолевать большие расстояния. В каждой группе прикрепляется инструктор, при необходимости сразу несколько. У нас в республике на данный момент аттестовано 93 гида-экскурсовода. Это те люди, которые могут официально проводить экскурсии и работать в этой сфере. То есть с 1 марта 2025 года вступил закон, что гиды-экскурсоводы должны быть аттестованы. Всего же в республике 66 туроператоров, входящих в единый федеральный реестр. Ознакомиться с ним можно на сайте Министерства экономического развития России. В региональном Минтуризме советуют при выборе опасных маршрутов, в том числе горных, пользоваться услугами официальных туроператоров, которые несут ответственность за свою деятельность. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Сеть государственных аптек Башкортостана почти вдвое увеличила ассортимент выпускаемых по рецепту лекарств. Башфармация расширила продукцию для взрослых и детей до 500 наименований. Прежде чем попасть в руки к покупателям, препараты проходят ряд испытаний. Пациенты все чаще делают выбор в пользу отечественных медикаментов за счет оригинального состава и невысокой себестоимости. Алия Альтубаева узнала, в чем еще преимущество лекарств башкирского производства.
Время прохлады и опадающих листьев. Осень. С понижением температуры зачастую появляются и сезонные заболевания. В семьях идет настоящая борьба за здоровье. Особенно тяжело тем, у кого несколько детей. Вирусы по цепочке изматывают каждого. Уже 2 недели многодетная мама Ева Василевская борется с высокой температурой 5-летней Мелины. Педиатр нам выписала лекарства по рецепту, и у нас госаптека находится рядом с домом, это так удобно. Я многодетная мама, и уже эти средства, я знаю, что они проверены временем. Нам для электрофореза растворы выписывали, мы здесь постоянно покупали. Они эффективнее за счет того, что у них срок годности маленький, и бактерии, которые там содержатся, они намного эффективнее, чем которые лежат по полгода, по 3 месяца. Лечение становится более персонализированным и эффективным. Тщательно продуманная врачом дозировка и форма выпуска, например, в виде микстуры или мази, сильно упрощают борьбу с болезнью. А каждое лекарство, изготовленное по индивидуальной прописи, учитывает особенности организма человека. Вес, возраст, сопутствующие болезни позволяют менять концентрацию и снизить побочные эффекты. На каждом изготовленном препарате есть этикетка, на которой указывается фамилия пациента, номер рецепта, дата и срок годности. Также здесь указан состав, вплоть до используемых ингредиентов. Все в соответствии с выписанным рецептом. Производство в аптеках позволяет жителям республики приобрести медикамент сразу из лаборатории, что говорится, с пылу с жару, и по себестоимости, так как не предусмотрены затраты на хранение и транспортировку. Ценность в том, что растворы, пасты, лечебные кремы и лосьоны, капли для носа и глаз не содержат красителей и ароматизаторов. Первый раз обращаюсь. Обычно, покупали обычные лекарства и все. До этого просто у нас таких вопросов не было с рецептурной. В течение 30 минут, пока обратился в поликлинику, сел в машину, доехал, и 5 минут здесь. Все, вопрос решил. Все устраивает, все удобно. На сам процесс изготовления уходит около 15 минут. Но потом еще проходит процесс проверки, фасовки и подготовка к отпуску. Для пациентов важен именно вопрос безопасности и контроля. Как пояснили провизоры-технологи, любое лекарство, изготовленное в Башфармации, проходит несколько обязательных видов проверок. Письменный, органолептический, то есть по виду, запаху и однородности, а еще физический полный химанализ. Особое внимание уделяют детским средствам. Для изготовления мы используем тоже все субстанции, ингредиенты, которые имеют паспорта качества. То есть все проверяется. Вода очищенная тоже подвергается ежедневному контролю. После изготовления лекарственная форма отдается на проверку провизору-аналитику, где, если это требуется, происходит полный химический анализ. Заполняется паспорт письменного контроля, который тоже проверяется провизором-технологом, хранится в аптеке на протяжении 2 месяцев. Лекарства башкирского производства по строгой советской рецептуре нисколько не уступают готовым препаратам, представленным в аптеках. Долгое время именно их предлагают пациентам как альтернативу при лечении в республиканском кожно-венерологическом диспансере. В практике врача-дерматовенеролога рецептурные формы применяются для изготовления лекарственных препаратов для наружной терапии. То есть терапия, которая позволяет воздействовать непосредственно на очаг пораженной кожи. Удивляются тому, что есть рецептурные формы, в основном представители молодого поколения. А поколение более старшее, условно назовем его 70+, приходя на прием к врачу-дерматовенерологу, сами говорят, а не остались ли те, которые препараты использовали в советском пространстве и сейчас? Как отметили в региональном Минздраве, в Башкортостане не просто сохранились, но еще и развиваются рецептурно-производственные отделы. Это уникальное явление, и по всей стране таких немного. Сейчас в республике действует 9 производств, 3 в столице и по 1 в равноудаленных районных центрах – в Салавате, Мелиузе, Белебее, Учалах, Нефтекамске и Белорецке. К тому же расширение продукции – еще одна возможность снизить зависимость от импорта. Алия Альтубаева, Азат Ишбулатов, Булат Садриев и Руслан Галямов. Итоги недели. Уфа. Ради Хабиров пообщался с подопечными реабилитационно-образовательного центра «Салют» и их родителями. Учреждению недавно исполнился год. Центр на несколько дней стал одной из площадок форума «Ломая барьеры». Здесь проходили конференции и семинары для специалистов из социальной сферы. Глава Башкортостана ознакомился с тем, как сейчас выстроена работа в «Салюте» и провел очередное заседание Координационного совета по делам инвалидов. Подробности у Анастасии Чебаевой.
Сдвоился, правую руку вытянул вправо, еще ниже, 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 ниже. Он не видит, что от земли его порой отделяют десятки метров, поэтому ему даже легче, чем зрячим скалолазам, шутит Артемий Бондаренко. Больше половины жизни он посвятил спорту, который большинство людей скорее пугает, а ему, наоборот, придает силы. Чаще всего это проходит так, что если не получается пролезть на определенную трассу, я просто делаю второй подход, третий подход, четвертый подход. И со временем она тоже поддается, и только так преодолеваешь даже самые сложные моменты. И так и везде, так и в других сферах жизни. Кажется, его кредо – браться за невозможное. И на форуме «Ломая барьеры» он покоряет новую высоту. Артемий презентовал свою книгу «Таежные истории». Это уникальное произведение интересно тем, что автор, незрячий с рождения, описал свое видение природы. Жанр природы и человек, которым я старался передать все то, что сам почувствовал на природе. И я надеюсь, что найду своих читателей, которые также разделят со мной интересы. «Ломая барьеры» – это еще одна возможность ребятам показать себя миру, выйти из панциря. Многие не мечтали, что однажды будут выступать на профессиональной сцене перед огромным количеством зрителей. Страшно ли им? Несомненно, но волнение – это часть успеха. Ренат Набиуллин музыкой увлекся всего 3 года назад. С нуля, освоив игру на фортепиано, сумел поступить в Уфимское училище искусств. Он один из финалистов проекта. Для меня самого фестиваль – это, как сказать, показать себя. Вот чем больше ты участвуешь в конкурсе, тем ты становишься сильнее. И у тебя нахватывается опыт и навык. А сказать честно о коллегах, они просто замечательно играют, исполняют и поют. Фестиваль – это как социальный лифт, да, когда они на сцене попробовали себя, увидели, как они выглядят. Плюс мы всегда их творческие номера обогащаем. Там где-то есть подтанцовка, где-то хор. Конечно, верят в свои силы. И нам очень приятно, когда мы после уже проведения гала-концерта узнаем их истории, как они побеждают уже на других фестивалях, на других конкурсах. Проект «Ломая барьеры» задумывался как пространство, где люди с УВЗ смогут раскрыть свои таланты. В этом году на конкурс поступило более 400 заявок из 23 регионов России, а также из Узбекистана и Болгарии. Вот каждый год вот этот фестиваль проходит и выявляет новые таланты, выявляет новых звезд, которые в итоге, вот, представляете, вот мы сейчас тут обсуждали, да, детей, которые просто на наших глазах выросли. Они вот такими начинали, а сейчас уже они волонтерят. Представляете, есть ребята, которые не зрячие, но при этом волонтеры. Мурашки по коже вообще. Вот каждая история каждого ребенка это отдельная просто книга. А еще одна глава форума «Ломая барьеры» посвящена специалистам. Эксперты из республики и других регионов страны обсуждали лучшие практики. Площадкой для этого как раз стал один из таких эффективных проектов – реабилитационно-образовательный центр «Салют». Мы обычно садимся. Надо же вдвоем играть. Это на двоих, для самых маленьких. Да. Ролан смышленый, сообразительный, легко втягивается в игру, идет на контакт. Просто со своим особенным внутренним миром. На медицинский это можно перевести как аутизм. Такой диагноз поставили мальчику в 3 года. Слышать от врачей эти слова родителям было страшно, но рук не опустили. Стали проходить реабилитацию. И вот новый прогноз. У него очень большое будущее, по крайней мере, говорят нам специалисты. В животе птички поют, да? Там бабочки летают. Да. Это все-таки такая большая поддержка для родителей. Когда ты смотришь в глаза специалистам, и они тебе говорят, у вашего сына все получится. И все это благодаря специалистам реабилитационного центра. Какую оценку «Салюта» поставишь? У «Салюта» 5. Твердая 5 с плюсом. Центр «Салют» посетил глава республики. Ради Хабиров пообщался с сотрудниками и родителями подопечных. Ежедневно сюда приходит около 500 пациентов. Центр соединил в себе 3 направления – реабилитация, медицина и образование. Специалисты проводят огромную работу, но не меньше усилий прикладывают и сами дети. Мужественная девочка, нам удалось за год выровнять ее. Потому что выход в бедре состоял до 10 сантиметров, сейчас этот выступ ушел совсем. Успехи у нас замечательные. Когда мы сюда только пришли, мы живем же в районе, у нас нет такой возможности получить полный комплекс. Трудно выбраться, трудно куда-то доехать. Здесь мы получили полный комплекс. Здесь и медицинская, и какая-то нам реабилитация, и физкабинет, и занимаются с нами, отношения прекрасные, и она социально здесь адаптируется. Это вот такая фабрика
фабрика реабилитации, фабрика здоровья. Вот. И она уникальна, прежде всего, людьми своими, конечно. Мы тут собрали уникальные команды, и мы соединили реабилитацию, медицину и образование. Вот этого в России точно нет. И это, в принципе, будущее реабилитации детей. Это моя принципиальная позиция. Я во всем ее провожу, что раз уж так сложилось, что они болеют, раз уж так сложилось, что вот им приходится больше энергии, сил, родителям их отдавать. Но наш долг здоровых, крепких людей сделать максимально комфортно то, что можно сделать. И это вот тоже приоритет нашей работы. Следующие шаги в этом направлении обсудили уже на заседании Координационного совета по делам инвалидов. В марте этого года произошли изменения в федеральном законодательстве. Были определены четкие стандарты отрасли. В республике утвердили план оказания услуг по новым критериям. И в скором времени примем региональный законопроект по комплексной реабилитации. Необходимо подчеркнуть, все вопросы организации комплексной реабилитации и адаптации инвалидов действительно находятся на моем личном контроле. Считаю, что оказание всемирной поддержки нуждающимся в нем людям – наш общий, просто человеческий и профессиональный долг. На заседании обсудили вопросы создания безбарьерной среды и развития системы социальной реабилитации. В состав Совета по делам инвалидов входят представители ведомств, люди с УВЗ и мамы особенных детей. Как раз для того, чтобы те, кто сталкивается с различными ограничениями, могли повлиять на то, чтобы эти барьеры были сломлены. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов, Марат Юнусов, Ильшат Казакулов. Итоги недели. Ну и к спортивному блоку. Лучшие школьники и киберспортсмены Башкортостана приняли участие во всероссийской образовательной программе. В детском центре «Океан» во Владивостоке состоялся фестиваль по киберспорту. Его посетила команда школы номер 2 села Красноусольский, которая 4-жды становилась лучшей на республиканском уровне. За подготовкой юных киберспортсменов следила Полина Затолокина. Евгений Рибаконь – ученик 10 класса Красноусольской школы. 2 года назад он увлекся компьютерной игрой «Мир танков». Сначала играл дома в свободное время, затем с одноклассником начал выступать в местной киберспортивной команде. Евгений стал ее капитаном и возглавил на этапе Приволжского федерального округа школьной лиги. Там соревновались с ребятами, заняли 7-е место. Там в прямом эфире прям профессиональные комментаторы киберспортивные нас всех как-то консультировали. У нас очень сплоченная команда. Я считаю, что вот присутствует у нас какая-то такая ментальная связь. В общем, мы очень сплоченный коллектив, и это прям вот наше играть. Тренером школьников стал их учитель математики и информатики. Под руководством Мансура Шамсудинова ребята 4 раза участвовали на республиканском этапе лиги и каждый раз занимали 1-е место. Призерами становились и на всероссийском турнире в Сочи, а еще попадали в 20-ку лучших команд страны. Дети должны развиваться. Не просто вот по учебному предмету давайте все это учить. Нет, у детей должно быть широкое развитие. Они должны и бегать, и прыгать, и играть в футбол, и рисовать, и петь каждый день. Поэтому я стараюсь, чтобы дети именно развивались. Этой осенью у юных киберспортсменов появился шанс обучиться новым игровым навыкам у профессионалов. По инициативе председателя регионального отделения Федерации компьютерного спорта команда отправилась в лагерь «Океан» во Владивосток. Регулярные тренировки, мастер-классы и мини-турниры. Впечатления об этой поездке останутся надолго. Свои игровые навыки спортсмены нарабатывают в основном дома. Однако перед важными соревнованиями ребята собираются прямо в школе после уроков. Под руководством наставника выстраивается тактика на каждую из дисциплин. Одни оказываются самыми быстрыми в дисциплине поиск в интернете. Другие преуспевают в играх Dota 2, Мир танков и Тетрис. А Даниил Никифоров – специалист по электронным шахматам. Он занимал 2-е место на этапе ПФО. Я с раннего детства занимаюсь шахматами уже на протяжении 8 лет. И у меня очень много успехов. Успехи большие. Допустим, я один из самых лучших шахматистов по рейтингу в Башкортостане. Сейчас в команде 12 человек. Однако набор открыт для всех желающих, достигших 14 лет. К тому же такое увлечение никак не мешает учебному процессу, а наоборот помогает. Особенно если совмещать с физической активностью. В рамках дополнительного образования, в рамках внеурочной деятельности в школе у нас организованы секции по баскетболу, волейболу, дзюдо.
настольный теннис. Также с этого года у нас функционирует школа от Сбера. Игры, наоборот, развивают. Допустим, тот же самый тетрис, шахматы, они, наоборот, развивают мышление, мелкую моторику, потому что, допустим, в тетрисе нужно успевать прожимать клавиши до того, как фигура у тебя упала. Совсем скоро многие киберспортсмены станут выпускниками и покинут команду, а при желании продолжат совершенствоваться в этом направлении. В большинстве стран это официальный признанный вид спорта, и за победу в турнирах дают хорошие призовые. Но пока старшеклассники делятся опытом с младшими товарищами, чтобы те в будущем принесли школе новые высокие достижения. Полина Затолокина, Ильнур Юмагулов. Итоги недели. Гафурийский район. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.